Здравствуйте, я Васильева Настя, ученица 8 класса Нюрбинского технического лицея имени Александра Николаевича Соскова. Моя тема — якутская лексика в рассказах Владимира Короленко, Сон Макара, Марусин заимки и Аддабан как средство изображения уклада жизни народа Саха в дореволюционной России. Актуальность работы состоит в том, что творчество Владимира Галактионовича Короленко имеет особую значимость. Оно оказало несомненное влияние на становление якутской литературы, а также произведение имеет особое историко-культурное значение для народа Саха. Цель данной работы — выявить влияние якутской лексики, использованной Владимиром Короленко в рассказах Сон Макара, Марусин заимка и Аддабан на понимание уклада жизни народа Саха в дореволюционной России. Мы поставили перед собой ряд задач: произвести выборку якутских слов из рассказа Сон Макара, Марусин заимки и Аддабан, выполнить лексико-семантический анализ данных слов, выявить цель и закономерности использования автором якутской лексики в рассказах. Предметом исследования являются рассказы Владимира Короленко, объект исследования якутская лексика. Писательский путь. Владимир Галактионович Короленко — российский и украинский писатель, а также общественный деятель, публицист и журналист. После того, как он был исключен, его жизнь состояла из череды арестов и ссылок. В МГ по-настоящему раскрылся его писательский талант. Якутская ссылка дала Короленко богатый материал для творческой деятельности, и на якутскую тему были написаны несколько рассказов. Короленко использовал большое количество якутских слов в своих рассказах, и якутские слова встречаются как и в речи действующих лиц, так и в описаниях автора. Они интересны сами по себе, как языковой материал, зарегистрированный писателем. Я составила таблицу по рассказам. Рассказ Сон Макара. Якутские слова: Этербес, Сон, Алас, Тойон, Догор, Бельгехе, Камнечит, Ага, Суруксут, Барахсан, Тытыма, Кабысь, Капсе, Ча. Марусина заимка хатынка биллем нуча. Аддабан келле бар антах улахан тымны бер тайон соотох. Короленко вводит якутские слова, стараясь не перегружать текст. Они вплетаются в основной текст на правах с русскими, подчиняясь фонетическим и грамматическим законам русского языка. Это проявляется в склонении вводных якутских слов, например, он встал и доел свою рваную зону, поймал в Аласе старого лысанку и так далее. Я сделала семантический анализ якутских слов из 3 рассказов. Это Сон Макара, Марусина заимка и Аддабан. Выводы. В рассказах преобладают якутские слова, существительные и глаголы. В исследуемых произведениях мы выполнили полный семантический анализ 25 якутских слов. И мы выявили, что местное население еще полностью не осознало и не приняло христианство в полной мере в дореволюционной Якутии. Заключение. Таким образом, литературная и педагогическая деятельность Владимира Короленко имеет поистинное историческое значение. Как писатель он оставил классические художественные произведения, по которым все всегда будут изучать прошлое Якутии. Спасибо за внимание.